В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Российское предпринимательское право является комплексной отраслью права, объединяющей нормы как гражданского, так и административного права. О деятельности прокуратуры республики по соблюдению закона в этом направлении мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Эргис Ларионов, старший прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей. Эргис Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего, какая работа ведется органами прокуратуры для обеспечения законности нормативных правовых актов? Вообще необходимо отметить, что вся наша повседневная жизнь, она урегулирована различными нормативными правовыми актами, начиная с Конституции Российской Федерации, международных договоров, федеральных законов, заканчивая уже актами на местном уровне, муниципальными правовыми актами. И органы прокуратуры, как единая федеральная централизованная система, в том числе призваны обеспечивать законность действующих у нас на территории нормативных правовых актов. Вообще работа у нас ведется в этом направлении постоянно, комплексно. То есть прокуратура республики, она обеспечивает законность актов, издаваемых парламентом республики, главой, правительством, региональными министерствами и ведомствами, а прокуроры на местах обеспечивают у нас законность муниципальных правовых актов. Ведется мониторинг так называемых нормативных правовых актов, то есть в случае, если у нас принимаются акты федерального уровня, это федеральные законы, акты президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, то мы сопоставляем эти акты более высокого уровня с актами, которые у нас действуют на территории республики, и в случае выявления противоречий между ними направляем соответствующие предложения. То есть основная цель нашей работы в данной сфере — это привести в соответствие все акты, которые действуют у нас в республике, с актами вышестоящего федерального уровня и, соответственно, защитить интересы наших граждан, юридических лиц, чтобы действующее у нас правовое регулирование не нарушало их основные права и законные интересы. Большая работа у нас проводится на проектной стадии, то есть наши поднадзорные органы, которые являются разработчиками соответствующих правовых актов, свои проекты, то есть до принятия, направляют нам на заключение. По нашим замечаниям они осуществляют их доработку. То есть можно сказать, что принимаемые ими акты, они уже учитывают все наши предложения органов прокуратуры. Таким образом, мы, можно сказать, предварительно уже добиваемся того, что принимаемые акты были законными. Потом мы принимаем участие непосредственно в заседаниях нормотворческих органов, то есть представители прокуратуры, прокурор республики, например, участвуют в заседаниях Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, заместители его участвуют в заседаниях правительства, непосредственно работники аппарата прокуратуры участвуют в работе министерств и ведомств, которые тоже издают нормативные правовые акты. Ну и как финальный этап, после принятия все нормативные правовые акты поступают к нам в прокуратуру, изучаются, и в течение месяца по ним готовятся соответствующие заключения. В случае, если все-таки проскользнул, можно сказать, такой незаконный правовой акт, мы принимаем меры реагирования для того, чтобы отменить соответствующие акты. Потом проводим мы регулярно тематические ревизии, то есть по отдельным направлениям. То есть те акты, которые у нас приняты достаточно давно, устаревшие, мы их тоже постоянно изучаем, требуем их актуализации со стороны их разработчиков. Также у нас налажено взаимодействие с управлением Минюста Российской Федерации по Республике Саха-Якутия, с Государственным комитетом юстиции Республики Саха-Якутия, который также вместе с нами участвует в деле обеспечения законности нормативных правовых актов. Да. И расскажите про работу по выявлению и пресечению коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах. Да, это тоже очень важная, можно сказать, наша работа, выявление антикоррупционных факторов. То есть органы прокуратуры в соответствии с федеральным законодательством, они наделены полномочием по проведению антикоррупционной экспертизы как проектов нормативных правовых актов, так и действующих нормативных правовых актов. То есть в ходе такой экспертизы
экспертизы, мы прежде всего оцениваем качество нормативного правового акта. То есть мы требуем, чтобы в действующих правовых актах отсутствовали какие-либо внутренние противоречия, двусмысленные какие-то фразы, да, какие-то недосказанности, да, которые уже на этапе применения, да, со стороны правоприменителя могут вызвать незаконные действия. То есть мы как бы тоже защищаем в своем роде права и законные интересы граждан в ходе проведения данной работы. И говоря о гражданах, вот с какими вопросами граждане могут обратиться к вам и какие меры в интересах граждан принимают прокуроры? Да, в данной сфере, да, круг вопросов, по которым граждане могут к нам обращаться, он не ограничен. То есть практически по любому интересующемуся вопросу касательно нормативных правовых актов граждане могут обращаться в прокуратуру. Например, если граждане полагают, что каким-либо действующим правовым актом ограничиваются их права, свободы, законные интересы, налагаются на них какие-то необоснованные обязанности, либо просто граждане, если полагают, что какая-либо норма правового акта является несправедливой, да, они могут к нам обратиться в органы прокуратуры. Если по результатам изучения соответствующее обращение будет признано обоснованным, то прокуроры примут все необходимые меры как в досудебном порядке, так и при рассмотрении дела в судебных инстанциях по оспариванию и признанию недействующим соответствующих правовых актов. И переходя к конкретным примерам, какие имеются реализованные инициативы органов прокуратуры в сфере нормотворчества, направленные на защиту прав и интересов граждан? Да, тут необходимо отметить, да, что органы прокуратуры как раз-таки обладают правом как законодательной инициативы, да, в региональном нашем парламенте, Государственном собрании Илтумен Республики Саха-Якутия, да, так и направляют главе, правительству республики соответствующие инициативы. Прежде всего, они направлены на повышение социальной защищенности наших граждан. То есть в качестве примера положительного мы можем отметить, что в этом году по нашей инициативе принят указ главы Республики Саха-Якутия, предусматривающий компенсацию для супругов, да, погибших участников специальной военной операции по обучению в автошколах. Также в этом году тоже правительством Республики Саха-Якутия принято соответствующее постановление, предусматривающее выплаты для участников специальной военной операции по подключению их домов к сетям теплоснабжения, да, независимо от уровня доходов. Также сейчас у нас в региональном парламенте рассматривается наш проект, предусматривающий освобождение от налогов на доходы физических лиц тех граждан, да, которые продают свою недвижимость для государства, да, для органов местного самоуправления, для пополнения у нас жилищного фонда, который будет предоставляться тем лицам, которые переселяются из аварийного фонда, а также детям-сиротам. То есть в целом у нас такие инициативы. Приведите, пожалуйста, еще характерные примеры оспаривания нормативных правовых актов из прокурорской практики в целях восстановления прав граждан. Да, действительно, у нас есть очень хорошие положительные примеры. В этом году мы смогли оспорить постановление правительства, которое предусматривало ограничения в виде ценза оседлости для предоставления выплаты для покупки жилых помещений лицам, имеющим 5 и более детей. То есть если раньше эта выплата полагалась только для тех лиц, которые проживают на территории республики более 20 лет, то сейчас эту выплату могут получить все лица, у которых есть 5 и более детей. Также мы на досудебной стадии смогли оспорить соответствующие ограничивающие положения порядка оказания единовременной материальной помощи участникам специальной военной операции, которые устанавливали необоснованные требования по наличию регистрации на определенную дату. Вот сейчас соответствующие ограничения признаны утратившими силу, и все соответствующие граждане могут получить соответствующую помощь. А какие проблемные вопросы вы могли бы отметить в сфере регулирования в республике и в чем причина совершаемых нарушений? Да, ну, основным нашим проблемным вопросом является
то, что у нас в республике действует огромное количество нормативных правовых актов, да, соответственно, вот этот разрозненный массив требует своевременной актуализации, да. Есть факты, когда уполномоченные органы не успевают актуализировать, да, из-за этого могут возникнуть коллизии. У нас федеральное законодательство развивается, каждый день принимается огромное количество новых актов федерального уровня, и, соответственно, должна проводиться большая работа, да, по своевременной актуализации. Поэтому мы соответствующие меры тоже принимаем со стороны органов прокуратуры, требуем кодификации, систематизации нормативного материала, да, чтобы нормативная база республики у нас была не разрозненной, а компактной. Да. Вот. Потом у нас тоже есть такая проблема, что на местном уровне, да, то есть на уровне сельских поселений, у нас не хватает все-таки юристов, да, не каждое муниципальное образование у нас обеспечено штатными юристами, поэтому из-за этого тоже возникают у нас проблемные материалы, низкое качество муниципальных правовых актов. Но органы прокуратуры оказывают необходимое содействие, и все-таки мы добиваемся должного уровня законности в этой сфере. Слушай, Саркис Николаевич, спасибо вам большое, что вы пришли к нам и ответили на наши вопросы. Вам спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.